Добрый день! В прямом эфире программа «Якутск сегодня». И мы выходим одновременно и на телевидении, и на радио ТТ национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Николай Слепцов и Мария Новгородова. Сегодня в студии ведущая я, Бурдукова Ольга, руководитель проекта «Парадигма трезвости». А мы продолжаем цикл лекций про трезвость. И хочу представить наших гостей. Сафронеев Николай Николаевич, председатель общественной организации зимнего плавания «Моржи Якутии». Здравствуйте. Здравствуйте. Скрябин Евгений Васильевич, психолог-психотерапевт, лектор общества знания, психолог 12-шаговой программы. Здравствуйте. Добрый день. И Яныгин Владимир Геннадьевич, учитель высшая категория, школа 30 имени Кузьмина. Здравствуйте. Добрый день. Уважаемые телезрители и радиослушатели, обращаюсь к вам. У нас в ходе эфира работают телефоны, я их назову: 8 411 2 32 00 66 и 32 11 66. По ним вы можете задавать вопросы или поделиться своим мнением. На предыдущих эфирах мы рассмотрели закон трезвости Карла Георгиевича Башарина, который говорит, что трезвость — это полная свобода от алкогольного, табачного, наркотического программирования и фактических отравлений. Ясное и четкое отражение головным мозгом окружающей действительности, естественное, творческое, единственное, разумное состояние живых существ, человека, семьи, государства и всего человечества в целом. Нарушение этого закона ведет к вырождению или гибели живых существ и их потомства, включая и человеческое сообщество в том числе. А вот сегодня хочется остановиться на практически работающих инструментах восстановления утерянной трезвости. И, наверное, немножечко передам слово, каждому из вас. Немножечко про себя расскажете, про свою программу, может быть, и потом перейдем к вопросам. Хорошо? Хорошо. Николай Николаевич. Я пришел к трезвости с 2002 года. Что привело меня, если задать вопрос, что привело меня к трезвости, так можно сказать, внутренняя работа была. Это я долгое время были поиски, я медитировал, поиски в духовном направлении. И одновременно я занимался и моржеванием, то есть закаливанием. Где-то с 90-х годов я начал уже плавать в ледяной воде, зимой обливаться по Порфирию Иванову. Но тогда я еще и курил, и параллельно все было, да. Но внутренне я понимал, что если ты занимаешься закаливанием, если ты занимаешься духовными такими практиками, ты должен освободиться от этого. И вот эта внутренняя борьба все время у меня вот как горло такое стояло. И все-таки вот разум победил. И как раз я вот считаю, что вот это закаливание и медитация и привели к этому. И в 2002 году пришло такое ясное, полное понимание, что что я такой дурак, сам себя гроблю, убиваю. Вот и все. Ваши инструменты — это именно моржевание и духовное развитие. Медитация, да. Евгений Васильевич. Я тут как друг 12-шаговой программы, как друг анонимных сообществ, и она считается духовно ориентированной программой. Поэтому тут тоже мы получаем всегда у нас один и тот же инструмент, и духовно-нравственная структуризация личности человека, потому что кто такой человек, который не трезвый, который употребляет или выпивает и так далее? Это человек, который находится в измененном состоянии сознания. То есть это его неестественное состояние,
И человек, конечно, внутренне понимает, как только что сказал Николай Николаевич, он же говорит, я понимал, я хотел избавиться даже от чего-то. И также и люди. И это чувство вины накладывает на человека. Это он все время себя как-то вот в поисках находится и так далее. Да? И если мы говорим о трезвости, вообще в конце 19-го, в начале 20 века, в конце 19 века вообще в Российской империи тогда, да, было общество трезвения, так оно и называлось. И они собирались по вечерам, общались друг с другом, у них были свои какие-то... Вот это историческая, так сказать, предпосылка, да. Потом уже 12-шаговая программа к нам пришла уже из-за океана, и сейчас она считается как бы, что порождением, Соединенных Штатов Америки и так далее. Но и на сегодняшний день более 88 миллионов человек через эту программу пришли к трезвости. И у нас в Якутии есть эти группы, эти анонимные сообщества. Это не только анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, но и АПЗ, анонимные пищевые зависимые, анонимные игроки, взрослые дети алкоголиков, дети из дисфункциональных семей, не путать с неблагополучными семьями, это разные вещи и так далее. Поэтому это очень широкая тема и глубокая. И, как я вот уже говорил в начале программы, да, вот между нами, когда разговаривали, более 200 разных направлений, 220, если уже говорить, да. А мы в основном говорим о психоактивных веществах, там, алкоголизм, наркомания, какие-то препараты, изменяющие состояние сознания, и токсикомания. Это вот 4 только их. А есть и психоактивные действия, о которых мы, начиная от трудоголизма и так далее, да, люди просто в своей социальной обычной жизни, они на это не обращают внимания. Но если у человека есть готовность, а мы говорим о 3 инструментах, это готовность, честность и действие. Готовность – это то состояние человека, когда человек уже не может жить по-старому, а не знает, как жить по-новому. Созрел, когда. Да, когда созреваем. А созреваем мы, к сожалению, только через боль, потери, страдания и так далее. Об этом приходится говорить. А инструмент честность – это когда мы им пользуемся, как вот я часто привожу такой пример, как хирурги скальпелем. Если нету честности, значит, пока ты не говоришь о том, что у тебя болит, о том, что у тебя есть проблемного, невозможно этим заняться. Что-то там у меня не так, а что именно, непонятно, да. И действие, мы говорим, иди ногами, а голова догонит. Ходи на группы, а там уже будет, осознание. Да. Вот понимание приходит именно с практикой. Вот приходишь, садишься, видишь людей, люди рассказывают о себе, ты рассказываешь о себе, и начинается вот это вот все движение. Ясно, спасибо большое. Владимир Геннадьевич. Здесь, значит, хочу сказать то, что вот с Николаем Николаевичем полностью солидарен, потому что человек вот так вот просто взять и завязать там с курением там, или, допустим, с алкоголем, это человеку сознательно очень тяжело. Для этого необходимо какой-то толчок, который бы человеку изменил сознание, вот, пробудил его. И на данном этапе, конечно, вот то, что я вот сам тоже занимаюсь закаливанием, вот, это вот холодная вода. Вот холодная вода, она позволяет человеку, так сказать, разбудить его сознание, понять, что он может, что у него есть силы для того, чтобы, значит, побороть и победить себя, побороть у себя эти вот вредные привычки, потому что просто так человек, скажем так, он не бросит, не завяжет. Для этого нужен какой-то серьезный шаг, именно вот в судьбе его, в жизни, вот. Потому что люди обычно приходят через боль, страдания, горе какое-то, вот, потому что просто так от хорошей жизни человек просто так не завяжет ни с алкоголем, ни с курением тут, поэтому нужны какие-то такие вот действенные хорошие шаги, инструменты, вот, которые позволяют человеку поменять его сознание. Вот если человек изменит сознание, отношение к себе, то, естественно, и результат будет у него. Вот. И на данном этапе это вот достаточно таким эффективным средством это является именно холодная вода, которая позволяет человеку пробудить его головной мозг, сознание. Вот. И дальше уже он сам потихонечку начинает сам себя перестраивать. То есть это прежде всего работа над собой, работа с самим собой, борьба с самим собой. Вот. Потому что не каждый человек может так вот от теплого и хорошего оттолкнуться и прибегнуть к плохому и холодному. Вот. И здесь, выход из зоны комфорта. Да, выход из зоны комфорта, и вот так вот взять сразу раз и окунуть его там куда-то в холодную воду. Вот
Здесь надо именно сознательно подойти к этому процессу, вот, понять, осознать, попробовать, сделать для себя какие-то выводы, ну и дальше уже действовать только вперед. Эйфорическая память есть такой, ну, как бы, такой термин, да, когда человек впервые испытывает какую-то эйфорию. Ну, это обычно относится к первому дебютному употреблению, например, да, и человек всю жизнь попытается догнать вот это эйфорическая память. А тут предлагается как раз мощнее. Да, инструмент, когда вот наоборот, да, человек, который, допустим, получал другую эйфорическую, у него от холодной воды, там же есть не только выход из зоны комфорта, там же есть еще и такой составляющий эффект эйфорический. Эндорфинов очень много. Да, многократно, прям. Да. Прям действительно многократно и несоизмеримо. Резкий такой всплеск, да, получается, да. Эмоциональный, ну, физиологический, да, естественно, потому что, ну, разница температуры и так далее, то есть я еще раз говорю, что это зона комфорта совсем другая, вот поэтому человек здесь понимает, для чего он, что он хочет. У меня есть опыт только вот 19 января, ну, крещенский, да, когда я в первый раз окунулся, я помню, ну, был страх, конечно, такой, раз думал, как это так, раз, окунулся, перекрестился, вышел, и потом такая вот эта вот эйфорическая память, эндорфино-энкефалиновая вот эта вот. Энергетика, да, такая идет. Там ничто не сравнится, да? Ну, это как мы смеялись, я тоже иногда окунаюсь. И меня спрашивают, как? Я говорю, слушайте, после этого не нужны никакие психотерапевты. Ты вынырнул, уже хорошо, ты счастлив. Жизнь как обнулился, да? А медитация, вот глубокое размышление, да, вот программа 12 шагов, она такая немножко архаичная, там вот эти 12 шагов, они написаны тем слогом, тем стилем, который был принят, ну, в 20 веке в начале, там, и так далее. И Карл Густав Юнг, ну, известный психотерапевт вот, юнгианского направления, он из этих 12, 5 шагов вот именно им написаны, составлены. И все так там подобрано, чтобы человек именно и выходил из зоны комфорта, и там написано глубокие размышления. Глубокое размышление по утрам, да, или в течение дня, когда человек находится вот в этом цейтноте, да, как белка в колесе, на 10 минут куда-то, хоть в туалет, как мы говорим, идете, запираетесь, садитесь и начинаете медитировать. Так что вот этот инструмент тоже у нас применяется и очень успешно, я бы так сказал. Потому что медитация — это же такая... Мысли в порядок привести. Да, себя как бы... Ну, я не люблю это слово, загармонизировать, да, свои как бы взаимоотношения с внешним миром, с людьми, с Богом, как говорится, ну, со своим внутренним стержнем, остовом и так далее. И это очень дорого стоит, на самом деле. Вот. И, конечно же, люди, которые находятся вне трезвости, они как могут сразу прийти к этому? Ну, это нереально, да. А вот такой вопрос. Ключевая причина, почему люди начинают отравлять себя. Ведь все биологические виды, по идее, должны уходить от ядов, да? И это работает на подсознательном уровне. Почему же мы тогда стремимся? Это работает даже на сознательном уровне, потому что у нас только у человека же есть вот этот буфер, я бы сказал, да, между, вот смотрите, младенцы и животные, они появляются на свет сразу чувства и действия. У нас идут вот такие, ну, я обычно так снизу показываю, чувства, мысли, слова и действия, да, и в одном векторе они должны быть, а не чувства об одном, мысли о другом, говорим то, что хотят от нас услышать, и тогда вот как рак, лебедь и щука, это и есть расстроение, расстройство, да, и мы говорим уже о том, что человек уже, ну, у человека расстройство, а когда, чтобы в одном векторе, чтобы было, да, чтобы не было вот этой созависимости, чтобы не было зависимости, а почему люди именно впадают в вот эту анестезию? Потому что они не могут справиться со своими чувствами, негативными чувствами. И особенно это относится к мужчинам, к нам, потому что, ну, как я говорил вначале, женщины, они сильнее психологически мужчин. Да? Мужчина, мы как бы все держим в себе, стараемся, как бы, ну, мужчина не плачет, там, вот это, да, вот эти социальные клише тут работают на 100%. И он не может никому что-то рассказать. А до психолога, до психотерапевта, ну, что-то больной, что ли, туда обращаться. Раньше, если были какие-то посиделки, вот опять, видите, посиделки, уже началось программирование, да? Ну, да. Праздники, посиделки. Ну, кому не нравится, когда вот такая теплая компания, вокруг костра с гитарой и так далее. Мы все через это прошли, но в молодости обычно всегда так бывает.
И вот с этого и начинается. И тут уже включаются вот эти механизмы программирования, когда мы за столом сидим, там праздник отмечаем, и потом этот праздник заканчивается, а кому-то хочется, чтобы он продолжался. Да, ну вот и дальше. Да, для детей это идет прям уже прямая трансляция, запись. И вот внутреннее напряжение. Вот это внутреннее напряжение, это как раз человек, когда он в состоянии ума, когда ум все время начинает у него безостановочно над эмоциями, все это да? крутит, и человек не может, передышки нету, и вот как раз вот алкогольная вот эта все эйфория, вот она нас как раз расслабляет, это расслабляет, и вот это есть ловушка, и она ловит человека в свою ловушку, и все, человек начинается зависимым. А медитация – это понимание, что вот этот ум, он вмешивается, и поэтому ты находишь в себе состояние неума, когда ум, мышление полностью приостанавливается. И когда она останавливается, вот очень мало людей, которые испытали это, да, когда она останавливается, раскрывается нечто внутреннее, что-то такое невообразимое, и оттуда приходит другая энергия. Вот эта энергия есть духовная, да? И вот эта энергия духовная, она и излечивает человека. И вот мы уже задели эту тему программирования. Так что же такое программирование? Программирование? Ну, в простом понимании это делать то, что делают твои знакомые, твои старшие друзья, твои родители, твои родственники. Ну, опять же, сверстники. Сверстники, да. Что, я хуже других, что ли? Я тоже, и так далее, и так далее. То есть, и там много ловушек вот этих, действительно. Ну, да, мы же социальные существа. Конечно, мы должны... Если ты не такой, как все, так... Должны быть в стае, да, и если мы как-то от этого как бы уходим, у нас начинаются какие-то проблемы, или их нету, но мы боимся этого, что они будут. Страх выживания. Да. Все-таки вот это наша генетическая память, да, она... Тут идут как бы взаимоотношения между собой, да. Ну вот что такое народ, да, понимание. Народ, ну, это общее такое понимание. А что такое народ? Это я, ты, он, она. Вот мы сидим, и вот какие взаимоотношения между нами, вот такой народ, такого его общества. Если у нас взаимоотношения на каком-то таком уровне, что мы напряжены, что мы боимся друг друга или что-то там не открываемся, да, и таковое же общество будет. Поэтому, мне кажется, самое главное тут человек, поиска себя должно быть, то есть найти себя. Кто я? Ответить на вопрос, кто я. Вот самое-самое, то, что мы немножко недопонимаем, это вот наш глубокий сон. Вот в глубоком сне что происходит? Мы не помним себя, так? Ну да. Мы не знаем себя, кто мы, где мы, что мы. Но глубокий сон, он же и излечивает человека. Когда человек только закрыл глаза, исчез, и глаза открыл утро. Вот это и есть глубокий сон. И он, после этого сна, человек такой же бодрый, веселый, радостный. Чувство отдыха есть. Да. Хотя фаза быстрого движения глаз, именно так физиология называется, именно вот эта фаза глубокого сна, она сама по себе недолго протекает. Но именно там гамма-излучение, вот это вот все на электроэнцефалограмме, это прям видно, да. И человек, когда занимается вот какими-то внутренними, вот такими методами, как сейчас модно говорить, в общем, они все относятся к медитации, да? Так или иначе, медитативное состояние ума на электроэнцефалограмме, это все видно. Вот люди, которые этим практически занимаются, видно. Я еще хотел про инструмент, про джапа-медитацию сказать. Это мантротерапия еще говорят, да? Что такое мантра? Ман – это ум. Это санскрита. Трай – это остановить или запутать ум. Да? Мантра, вот, допустим, 2 часа читает одно и то же там. И при этом это же вот ты замыкаешь, да? Ум засыпает. Да, и ум там раз, он уже перестает на что-то реагировать, раз, и остановился, и ты словил тишину вот эту вот всю. Получается тоже как принцип программы, да, если не ошибаюсь? Да, конечно, только обратно. Программы же бывают разные. Вообще в биологии существует вот это вот.
вот это вот, как сказать, принцип симметрии. Если есть что-то с минусом, то обязательно где-то есть с плюсом. И, кстати, минус легко превратить в плюс. Ну, тема очень интересная. Мы продолжим наш разговор уже после рекламы. И я думаю, не менее интересной будет вторая часть. Так что оставайтесь и встречаемся после рекламы. А мы продолжаем наш диалог. И тут во время рекламы у нас вообще на самом деле был интереснейший диалог. Но я хочу задать такой вопрос. А какие факторы помогают в восстановлении трезвости? Ну, в общем, да, давайте поговорим о том, что было немножечко за пределами. Что вы имеете в виду? Какие факторы? Факторов же много. Ну да, а вот давайте их озвучим. Какие есть факторы, которые помогают в восстановлении трезвости, и также есть факторы, которые и мешают восстановлению трезвости, да, сохранению трезвости. Ну, такую, как, например, программу, да, мы назвали. Есть же программы как минус, и есть хорошие программы. Ну, я со своей стороны, как психотерапевт, могу сказать, что у нас есть такой фактор, о котором умалчивают, или который вот как бы сложно обозначить, это саботаж родственников. Как ни странно. Потому что, вот смотрите, зависимый и созависимый, они вот, как нам профессор вот так показывал, действительно, они вот так сцепляются друг с другом. Один из них выпрямляется, допустим, зависимого, да, мы как-то там в репцентр и так далее, а тот все скребет, потому что ему надо вот те же паттерны, то есть та же модель поведения, которая существовала, а вот этого уже нету. И как бы у родственник начинает саботировать. Да уж лучше бы ты пил, да уж лучше бы ты это самое. То есть вот это вот действительно есть. А этот фактор можно убрать тем, что и нужно убрать тем, что отправить родственников именно в группу для созависимых. Созависимость — это очень глубокая, большая тема, и, как мы вот до этого тоже говорили, она в нашем обществе, там, 98%, мы все семьи, мы все из Советского Союза, все из тоталитарного общества, как мы сейчас говорим, и так далее. Поэтому у нас, помните, у нас все было одно на всех, поэтому у нас нет семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Наши бабушки, они вместо дедушек оставались и в тылу, там, таскали вот эти все мешки и прочее. Они стали жесткими, они также жестко воспитывали своих детей, особенно дочерей. Потому что с девушками как-то почему-то жестко можно, оказывается, они не ломаются. А мальчики, они... Не, ну их же меньше было мужчин. Да. И вообще, в принципе, мальчиков-то меньше. Да, и, к сожалению, сейчас мы в обществе приходим к тому, что это может повториться. Ну, у нас идет и специальная военная операция, и парни каждый день погибают. Я, как человек, который сам воевал, тоже, конечно, не без этого. И мы сейчас пытаемся найти вот такую какую-то форму, да, адаптации, переадаптации ребят, которые приходят оттуда. Обязательно надо. И в том числе для нас шаговая программа, она и существовала еще и раньше тоже, да, не для СВОшников, а для тех, кто, участников боевых действий. Но так как сейчас процент этот большой стал, мы над этим сейчас работаем. Или стомированные, да, это те, у кого стоит или астома. Мы сейчас вот как пациентское сообщество есть такое, да, в которое меня приглашают, и я как работаю с ними как психотерапевт. Мы там применяем инструменты 12-шаговой программы, конкретно миннесотской модели, которые используют в рэп-центрах и так далее. Потому что надо понимать, что это действительно в 20-21 веке нету более сильной психотерапии, которая могла бы воздействовать на таких людей, которые употребляют наркотики и так далее. Это же какая должна быть психотерапия? 12-шаговая программа с этим работает. А что там самого главного в этой программе? Опять же, духовное преображение, опять же, личностная реструктуризация. Человек, вот эти три инструмента, честность, готовность и действие, они должны быть вот в связке. Прямо вот без них никак. Ну и получается тогда вот, когда человек заходит в программу, по идее не только человек, это же не только его проблема, да, это проблема всей семьи, и вся семья должна, как минимум семья, да, это же минимально. Жена же скребет. Ячейка, да. Вот это и есть взаимоотношения между собой. Вот когда взаимоотношения есть самораскрывающиеся, а есть закрывающиеся. Вот. Закрывающиеся взаимоотношения — это когда я от того, с кем я взаимоотношения у меня,
я требую, хочу, чтобы он относился ко мне так-то. Но при этом сам не дает. Это рождает конфликт. И обязательно приводит к конфликту. А есть самораскрывающие взаимоотношения, где мои взаимоотношения, я наблюдаю себя, какой я есть. Вспыльчивый я, или агрессивный, или какой. Я наблюдаю себя. И вот в этом наблюдении совсем очень происходит метаморфозы такие очень большие. Почему? Потому что, кто есть я, да? Вот откуда из какого центра мы действуем, как я. А если вот так человек начинать рассматривать глубоко, мы начинаем понимать, что это я, это и есть мой опыт, который с рождения до этой секунды, он накопленный. И когда он накапливается, он кристаллизуется как я. И когда я начинаю действовать из этого центра, а это и есть эго. Оно называется эго. Эгоизм, эгоистическая этика уже отсюда идет. То есть, если я действую из этого центра, то мои действия всегда будут эгоцентричны. И такие действия всегда будут приводить к конфликту. Даже если я буду действовать ради любви, ради мира, ради каких-то высоких идей, но если я буду из центра этого эго действовать, то оно ни к чему нормальному не приведет, кроме как к конфликту. Поэтому... Но это когда вы все меняетесь, а я и так хороший, да? Нет. Просто есть взгляд, когда я понимаю, когда я осознаю это эго. В большинстве людей люди не осознают это. Мы же эго это и есть программа. Вот это запрограммированный ум, это и есть эго. И когда мы начинаем осознавать это, понимать, откуда действую я, то когда я начинаю наблюдать себя, проявляется совсем другое наблюдение. И в этом наблюдении вот это как раз и есть разум. Разумное приходит. Почему? Когда я поворачиваюсь к себе в первую очередь, да, то есть не в социум. Что такое зависимость? Мы же часто говорим о зависимости, допустим, тот же алкоголизм, да, мы его называем, это болезнь воспаленного эго. Потому что человеку все время... человек ходит как ребенок, дай, хочу это, хочу то. Да. И это уже неадекватное взаимодействие с окружающими людьми, потому что людям же тоже что-то надо. Тоже действует из эго. А то, что говорит Николай Николаевич, это прямо как системщики так говорят. Системная психотерапия, действительно квазизамкнутая, квазиоткрытая, да, система. Кстати, системная психотерапия пришла к нам в 60-е годы, как ни странно, из инженеры кибернетики. В общем, там элементы, мы считаемся, семья это как система, да, открытая, есть вход, есть выход, и там элементы. Каждый элемент, члены семьи, есть референтный член семьи, это папа и мама, допустим, это два важных элемента, от которых зависят остальные элементы. Да? И мы говорим о программировании, дети, находясь, это нормальное зависимое состояние, когда есть родители, и дети, конечно, от них зависят. Но как мы ведем себя, какая у нас модель поведения, такая же будет у него в большом обществе. Он привык дома так, допустим, взаимодействовать со своими другими членами семьи. Он выходит в общество тоже так же, да, или саблей машет, или моя хата с краю, какая у человека позиция, он так и идет по этой жизни. Да. И это называется дезадаптация. У нас вообще есть эти этапы, да, дисфункция. Сначала дисфункция личности происходит в дисфункциональной семье. То есть в той семье, которая не выполняет до конца свои функции семьи, не защищает, не оберегает, просто кормит. Сыт, обут, и слава богу. Так же было в советское время. И о том, какие у тебя там грызут какие-то чувства, иди покушай, успокойся. И так у нас и программируется на самом-то деле. Это только начало. Это только... это бесконечная глубина, в которую можно копать. Я говорю, в этом формате мы бы могли несколько часов, конечно, разговаривать, я думаю, про это. А еще какие факторы помогают в восстановлении трезвости? Здесь обязательно должны быть какие-то альтернативные факторы, которые человека ставили бы, допустим, перед выбором. Пойти, допустим, там пивка попить, или, допустим, там в спортзал сходить,
в тот же бассейн, там, на каток и так далее. То есть здесь должна быть система доступности. То есть у человека проще, по-моему, однако дешевле бутылку пива купить, чем взять билет там на каток там, или еще куда-то это самое сказать. То есть альтернатива она всегда должна быть, и она есть, но она в недостаточном количестве. То есть у человека выбор невелик. И тем более сейчас, вот глядя на наше последнее время, значит, у нас вот не столько, сколько строится, допустим, вот, ну хорошо, у нас вот построены, значит, определенные спорткомплексы в городе Якутске, да, вот здесь, вот, но у нас очень много алкоточек, их просто очень много. Естественно, молодежи тоже выбор, они все рядом находятся в шаговой доступности, либо ехать там на каток там, или в бассейн куда-то там тащиться, когда ты вышел тут, за порог запнулся, зашел там, взял. Дешево и сердито. Ну, взял, что нужно, тут с компанией посидели, потусили, и все счастливы. Да, и потом не забываем, мы все-таки живем сейчас в капиталистическом обществе, и очень важно на самом деле, что это какая доступность, доступно ли это по деньгам и так далее, или бесплатно. А, говоря о той же 12-шаговой программе, она всегда бесплатная. И там есть вот такая духовное наставничество, то есть люди, которые прошли сами эту программу, то есть они этот маршрут сами прошли, но, конечно, со своим багажом, со своим опытом и так далее, да. И новичок, который пришел в общество, он как бы выбирает, вот я хочу такого выздоровления, как этот человек, допустим, да, и подходит к нему и говорит, будешь моим спонсором, ну, наставником, и тот его проводит по этим шагам. И, конечно, это бесплатно, и для человека, который проводит по шагам, это не надо понимать, как будто вот он трудится, а это вот как бы из болота вытаскивает. Нет, он тут еще раз себя исцеляет, потому что до этого он проходил ее как человек, который получает эту программу, а тут он ее с другого ракурса, да, он дает, да, через него, и такая ответственность, и это, ну, тоже очень хорошая вещь, взаимовыручка, можно сказать. Да, и мозг абсолютно по-другому работает, когда ты как ученик и когда ты как учитель. Да, да. Поэтому в своей коррекционной работе я тоже всегда родителям говорю, пускай ребенок вам объяснит, как надо делать, потому что, ну, это его ответственность. Да. А не так, что мы за ребенком бегаем. Да, да. Мы все время удочку готовы раз. Удочку рыбу. Рыбу, да. Большой чан. Удочку мы сегодня... Мало кто готов давать удочку детям. Вот. И, ну, мы прям вообще здорово разговариваем, потому что про тему созависимости я тоже хотела поднять. Мы ее уже подняли, да. И вот еще такой момент, прям простые вот, давайте как выводы сделаем, да, что важно делать, чтобы люди на протяжении всей жизни оставались в трезвости. Ну, прям одной фразой. Ну, сейчас у нас, честно сказать, силы неравные. В том плане, что у нас гораздо доступно находится алкоголь, курение, вейпы и так далее, это электронные сигареты. Это все у нас сейчас по школам видно и так далее. То есть молодежь у нас сейчас вся дымит. Вот. И бороться у нас силы неравные права. А что же мы можем сделать? Мы же все равно что-то это можем надо сделать. Делать на законодательном уровне, я считаю, первым делом. Вот, дать больше свободы, наверное, может быть, учителям там в плане воспитания. Какие-то альтернативные предложения должны быть вот, адекватные. Больше передач. Да, и потом на законодательном уровне здесь нужна поддержка. Потому что вот так вот мы с вами поговорим, и все на этом как бы у нас процесс закончится, он на этом не решится. Здесь нужны адекватные, серьезные шаги именно с государственной точки зрения. А так это просто разговор. Ну, я считаю, что я свою как бы миссию выполню, да, если хоть один человек по ту сторону экрана, это что за программа, заинтересуется, допустим, где-то найдет, прогуглит, что называется, и они все рабочие, есть там телефоны, контакты, все. Кому это надо? Это надо в первую очередь тому же человеку, у которого есть проблемы. Сейчас уже не то время, когда раньше вот ради всего общества, все давайте. Сейчас только вот действительно через законы надо, да, или вот человеку, который понимает, нужно осознание, обрести совместное знание. Совместное с кем? Опять же, со своим, ну, у кого с кем? Вот общество, допустим, анонимное сообщество или анонимная группа, это же тоже мы, да, и там обретать совместное знание сначала вот, да, как, ну, опыт другого человека, опыт
всех, потому что там собираются люди, у которых одна и та же проблема. Вот в этом Тин-ту-тин называется, это в ЮНЕСКО, ЮНИСЕФе это как бы зарегистрировано, равный равному. И даже те же люди, которые прошли сами вот эту программу, их называют равные консультанты, потому что они сами прошли этот маршрут и эту программу, преодолели, вот, победили себя, и они могут помочь другому человеку. Надо только войти в это сообщество, надо прийти просто ногами и сказать, иметь как бы, как сказать, смелость, да, сказать, у меня есть проблема такая же, ну, давайте мы попробуем ее решить. А так, чтобы все общество созывать туда, там, ну, сейчас уже, к сожалению, действительно вы поговорили, и на этом... Ну, это ответственность каждого. А если кого-то цепанет, цепляет, да, у кого-то есть проблема там, пусть даже сначала это с критикой начинается обычно, о чем они говорят, зачем они говорят, и так далее. Поэтому говорят, будь светом самому себе. Да. А что значит быть светом самому себе? А потому что вот как раз в медитации раскрывается внутренний свет. И вот внутренний свет, он как раз и не дает вот идти человеку налево-направо там, на эти негативные последствия. Есть же прекрасная поговорка, по-моему, хочешь спасти весь мир, начни с самого себя, да, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот, надо начинать с себя. Или мы говорим подметать свою сторону улицы, а там уже как бы... Ну, тут еще самое главное, мне кажется, надо всегда работать на опережение. То есть мы работаем уже по факту, то есть мы разгребаем уже старые завалы. А здесь надо на опережение, то есть мы должны начинать с молодежи, именно с профилактики, с альтернативных вариантов каких-то деятельности, вот, чтобы уже подрастающее поколение уже было другим. Это поколение мы сейчас уже изменить не сможем, это понятное дело. Вот, там буквально, может быть, единицы кто-то поддастся этому. Вот. А все силы надо направлять именно на молодежь, на подрастающее поколение, чтобы у нас семьи были, формировались уже здоровыми, как бы, да, вот рождалось новое поколение, воспитание шло совсем по-другому там у них, и тогда вот у нас результат будет хоть маленьким, но он будет потихонечку расширяться. Вот мне кажется, надо с этого, наверное, государству начинать, то есть формировать здоровый образ жизни вот, и рассчитанный именно вот на будущее поколение, на тех детей, которые еще не родились на свет белый. Вот это тогда будет какой-то скачок, рывок такой вот, прогресс будет в будущем. А так, то, что мы сейчас вот разгребаем, так сказать, уже, так сказать, работаем в основном силы, бросаем на уже зависимых людей, как говорится, это самое понятное дело, что их нужно тоже поддерживать. Но это борьба с ветряными мельницами, и она у нас... Там другой подрастает. Да, работа должна все-таки вестись. Большая, комплексная, разносторонняя, абсолютно согласна. Да? Мы не должны никого забывать. Но дети действительно наше будущее. И кто будет потом управлять нашей страной. С детьми, с молодежью работать надо действительно, это как воск. Они... Да, потому что от этого и зависит и наша армия, каким будет государство, каким будет армия. Либо она будет сильная, здоровая, крепкая, как китайцы. Все начинается с себя. Очень классная тема. Мы уже вот прямо заканчиваем. И трезвость — это естественное состояние человека, которое дается с рождения. И наша задача — сохранить и передать нашим детям как величайший дар. Прям идеальное завершение эфира. Благодарю. Спасибо вам. Благодарю всех участников, благодарю всех телезрителей за то, что уделили время важной теме. Да, действительно важная тема.